эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Глава региона Айсан Николаев выступил с лекцией в новой соцсети Clubhouse. Зимний туристический сезон открыли в национальном парке Ленские столбы в Якутии. В Якутске продолжаются состязания по стрельбе из традиционного лука. Возгорание произошло в двухэтажном здании склада в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района республики. Информация о происшествии поступила в 14 часов 3 минуты по местному времени. На момент прибытия пожарных здание горело открытым огнем по всей площади 160 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. В тушении огня задействованы 13 человек и 3 единицы техники. Пожарные предотвратили возгорание 3 соседних складов. Все 11 показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 2020 году достигнуты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров в ходе отчета властей в прямом эфире. Напомним, по этому национальному проекту реализуется 4 региональных проекта с объемом инвестиций более 500 миллионов рублей. Айсан Николаев первым из глав субъектов страны прочитал лекцию с трансляцией в новой соцсети Clubhouse. Выступление было посвящено вопросам исторического, культурного, инфраструктурного и пространственного развития столицы республики, города Якутска. Глава пообщался со школьниками, студентами, общественниками, а также с пользователями приложения, которые не только задавали вопросы, но и активно делились своими видениями долгосрочного развития столицы республики. Участники положительно оценили формат лекции и предложили Айсану Николаеву проводить обсуждение актуальных тем, в том числе с использованием данной платформы. В 2017 году мы вместе с агентством стратегических инициатив глава республики, будущий мэром города, проводил форсайт. И именно тогда заложилась основа видения. После пандемии важно синхронизироваться, не поменялись ли ориентиры, не пересмотрел ли глава свое видение. И очень символично, что мы собрались в точке кипения университета, потому что сегодня здесь будут студенты, школьники и IT-компании города Якутска. Исполняющий обязанности главы города Якутска Евгений Григорьев сегодня посетил территорию Тулагина-Кильдямского наслега. Там он осмотрел несколько котельных. К примеру, в Кильдямцах котельную построили еще в 2001 году, и на сегодняшний день она обслуживает 5 многоквартирных домов. Также Григорьев посетил котельную Капитоновки 2007 года постройки, которая обеспечивает теплом 24 дома, в том числе и Капитоновский дом-интернат. У котельной мощности хватает, но она нуждается в обновлении. Котельной Капитоновки в этом году запланированы плановые ремонтные работы, замена 2 котлов. На котельной в Кильдямцах мы рассмотрели проблемную котельную, которая стоит уже больше 20 лет без планового ремонта, и необходимо ее заменить на модульную котельную. В этом случае нам получится восстановить в 3 многоквартирных домах систему подачи горячей воды, холодной воды и, соответственно, вернуть благоустройство эти дома. То есть дома изначально были построены как благоустроены, но, к сожалению, с течением времени перестали быть таковыми. Кроме осмотра котельных, Евгений Григорьев пообщался с жителями, осмотрел санитарные и дворовые точки. В Кильдямцах из-за недобросовестной работы управляющей компании «Туймада Сервис» на санитарной точке образовалась наледь. Глыба льда появилась в результате несвоевременного вывоза жидкобытовых отходов из выгребных ям. Жители нескольких домов вынуждены были нанимать стороннего человека для очистки санитарной точки. Послушав мнение горожан, Григорьев принял решение менять управляющую компанию. Мы будем сейчас совещаться по тому, как помочь людям расторгнуть с ней договора. И вот сегодня есть компания, которая готова будет здесь работать. Сейчас посмотрим, какие меры поддержки мы можем оказать ей, для того, чтобы у жителей были восстановлены их права по получению жилищно-коммунальных услуг относительно управляющей компании. А вот с той компанией, которая здесь плохо работала, мы поможем гражданам в судебных спорах и будем добиваться возмещения денежных средств, которые компания не заплатила работникам, жителям Капитоновки, которые работали дворниками и прочими.
Общественная организация «Лига женщин города Якутска» отмечает десятилетие своей деятельности. Все эти годы она реализует социальные проекты, которые направлены на поддержку женщин, семей и детей, а также проекты, направленные на пропаганду материнства и счастливого детства. В канун памятной даты активисты Лиги женщин встретились с исполняющими обязанности мэра Якутска Евгением Григорьевым. Они выступили с предложением к руководству города произвести ремонтные работы в их здании, чтобы в будущем организовать в нем дополнительное образование для детей. Помимо этого, Лига женщин предлагает установить новые фигуры в Парке Победы. Увековечить память женщин, воинов, женщин-тружениц, женщин, детей войны, матерей, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, установив в этом парке женские фигуры, именно женщина-воин, женщина-труженица и детей. В национальном парке Ленские столбы стартовал 5-й по счету зимний туристический сезон. Традиционно состоялась церемония открытия, состоящая из обряда алгыс и приветствия гостей. В этом году мероприятие посетил министр экологии Сахамин Афанасьев. Национальный парк сейчас проходит процесс ребрендинга. Новая эмблема – это столбы, очертания которых напоминают поцелуй девушки и парня. Основной цвет эмблемы – небесно-голубой. Ее высекли изо льда и представили первым посетителям парка. Наша организация сейчас занимается разработкой брендбука Национального парка Ленские столбы. Брендбук включает все основные аспекты национального парка, все его продукцию будут включать. Как вы видите сегодня на эмблеме национального парка, центральная часть – это девушки и юноша. И самое главное, то, что известно всему миру, это наш трилобит и бизон. Эмблема нашего парка, когда будет утверждение научным советом, пройдет тоже утверждение в Геральдике Российской Федерации. В Якутске сегодня начал курсировать автобусный маршрут до туркомплекса «Техтюр». Рейсы будут ходить от 202-го микрорайона. Маршрут включает 10 остановок. Оплата проезда стоимостью 150 рублей принимается наличными. Автобусы выезжают в 9, 11 и 14 часов, а возвращаются обратно в 12 часов 20 минут, 15 часов и в 19:12. Идея создания регулярных рейсов поступила в ходе сбора предложений по улучшению Якутска «Наш город. Наши идеи». Раньше я добиралась семьей на машине, а сейчас с друзьями решили поехать. Очень удобно. Но я думаю, это очень важно, потому что, тем более сейчас, когда все уже дома сидели, и хочется выходить, а возможности нет у некоторых. Это очень удобный способ на автобусе собираться. Тем более, сколько стоит проезд? 150? Раньше добирался на такси, или с друзьями, у которых есть машина. Но обычно весной примерно 10 раз, 10-15 раз. Вот так. На такси это будет там где-то по 250 рублей, 500 рублей туда и обратно. На автобусе все равно, как сказать, дешевле будет. День экскурсовода вот уже в 31-й раз отмечается сегодня. Посещение музея, выставки или осмотр туристических достопримечательностей может стать гораздо интереснее, если вас сопровождает гид или экскурсовод. Люди с колоссальной памятью и страстью к истории, этнографии и архитектуре приходят работать в музеи и выставки с главной целью поделиться своими знаниями со всеми желающими. Но иметь базовый набор знаний экскурсоводу недостаточно. Он также должен обладать знаниями в области психологии, владеть несколькими языками и уметь оказать первую помощь в нестандартных ситуациях. Виктор Васильев работает в Якутском государственном музее имени Ярославского уже 4-й год и о другой профессии даже не задумывается. Работа экскурсоводом – это, конечно, довольно интересное занятие, учитывая, что приходится очень много читать, изучать и, в принципе, знать всю экспозицию музея. По работе также приходится общаться со многими интересными людьми, а также экскурсовод, он, кроме всего этого, помогает еще и по другим музейным делам, разные мероприятия, и все это, конечно, сопровождается работой с людьми.
С 10 по 14 апреля в Москве пройдет первый международный конкурс молодых пианистов имени якутского композитора Марка Николаевича Жиркова. Главными организаторами выступают Министерство культуры Якутии, Вилюйский улус и Государственная консерватория имени Чайковского. Об участниках, правилах конкурса и призах все детали в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Первый якутянин, выпускник консерватории имени Чайковского, основатель якутской композиторской школы, уроженец Вилюйского улуса Марк Николаевич Жирков. Он подарил нам музыку первого якутского балета «Полевой цветок», музыку оперы «Нюргунботур» и балета «Алый платочек», основал якутскую профессиональную музыку. Идея провести международный конкурс имени Марка Жиркова зародилась еще в 2017 году, делятся организаторы. Выявление новых талантов и увековечение памяти композитора – главные цели конкурса. По инициативе руководства консерватории было принято решение провести конкурс на международном уровне среди пианистов молодых. И мы договорились с руководством консерватории, что каждые 2 года мы будем проводить вот такие вот конкурсы международного уровня. Конкурс пройдет в 2 тура в 3 возрастных категориях. Молодые пианисты будут соревноваться в мастерстве исполнения как классических произведений Баха, Шопена или Моцарта, также и якутских композиторов. Мы решили вместе с организаторами конкурса, чтобы сделать небольшой акцент на именно исполнении музыки и самого Жиркова, а также музыки якутских композиторов. Я считаю, что это очень непростая задача для участников, но тем не менее она очень необходима, потому что любой музыкант должен расширять свой кругозор. Прием заявок на конкурс еще продолжается. Планируется участие пианистов из Китая, Республики Татарстан, Новосибирска и Москвы. Якутию представят сразу 10 участников. 8 человек из высшей школы музыки, 1 ребенок из детской школы искусств номер 2 города Якутска и 1 учащийся Вилюйской детской школы искусств. Мы уверены в своих силах, и я даже осмелюсь сказать, что наши ребята обязательно займут призовые места. Мы уверены в своих силах. Победителей ждут ценные призы, например, гран-при вместе с дипломом получат и 150 тысяч рублей. Но, конечно, главная награда – это вклад в искусство и развитие музыкальной культуры. В Москве конкурс пройдет в залах консерватории имени Чайковского. Концерты пианистов ждут всех любителей музыки. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Соревнования по якутской национальной стрельбе из традиционного лука проходят в столице республики. Всего в них участвуют более 140 спортсменов из 16 улусов и города Якутска. Состязания проходят по 3 возрастным категориям среди девушек, юношей, женщин, мужчин и ветеранов. Спортсмены стреляют по 3 мишеням – заяц, утка и белка. Воспитанница ДЮСШ-4, студентка Международной арктической школы Аина Егорова среди девушек установила абсолютный рекорд республики в упражнении «Заяц», выбив все мишени. Ею еще один рекорд был установлен сегодня. По сумме троеборья Аина набрала 70 очков. Почитателей традиционного лука с каждым годом становится все больше. Остроты борьбе доставляет и близость игр Манчары в горном районе. Именно нынешний кубок выявит сильнейших и определит лидерство. И есть классический лук, да, это олимпийский, есть блочный лук. В отличие от них, традиционный лук, он получается голый лук, можно так сказать, да. Там нету никаких приспособлений, которые помогают лучнику достигать определенных результатов. Нету прицела, нету плунжера, нету кликера, нету стабилизатора. Поэтому стрелять из традиционного лука, как бы видно, как будто легко достреляется, но для этого нужно еще тоже свое мастерство. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале. Не забывайте носить маски в общественных местах и дезинфицировать руки.